Несмотря на дождливую погоду, приобрести продуктовые товары пришли многие. Купить по выгодным ценам качественную продукцию – это главная цель сегодняшнего покупателя. Здесь можно найти продукцию местных ГУПов, крестьянско-фермерских хозяйств и агрокомплексов Ингушетии. Сметана 250, мед 3500, нах 4 сняли. По 50 рублей килограмм, что на их масяхам. Банка е, колды е. Говядина и баранина здесь по 380 и 400 рублей, килограмм картофеля 17 рублей, пшеница 10, капусты не дороже 15, моркови 25 и кило лука стоит 20 рублей. Кроме борщевого набора здесь есть фрукты из местных садов, мясо, молоко, подсолнечное и сливочное масло, соленье, варенье и мед. Люди покупают столько, сколько могут унести. Удобство, но так дорого, что нормально, да, мягко, вроде бы. Резишь? Рез, да, да. Пиздях качество. Да, из продукты, цацам есть, как помидор, нас, рублей 30, может быть, дешевле. На реализацию привезли более 80 тонн продукции. По поручению главы региона Минсельхоз Ингушетии сдерживает цены на социально значимые товары в месяц Рамадан. Это последняя ярмарка из 8 запланированных. Из-за большого спроса глава поручил дополнительно устроить продовольственные распродажи в преддверии праздника Мархаш. С понедельника, понедельника это будет 18, 17, 18 и 19 мы проведем в 3 районах. Это Назрановский район, Аланские ворота, город Малгобек, рынок Изобилия. И в следующую среду будет ярмарка уже в городе Сунже. Цены на ярмарке находятся под контролем регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Ближе к Мархаш спрос на сельхозтовары привычно увеличится, с чем и связан ежегодный рост цен на продукты питания. Благодаря проведению продовольственных ярмарок население республики закупится намного дешевле, а главное, приобретет свежую и экологически чистую продукцию. Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.